Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Исянмысыз, хөрмәтле дуслар! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях главный редактор дирекции информационных программ телеканала «Татарстан. Новый век» Арсений Маврин. Встречаем! Приветствую, Арсений! Добрый день, Руслан. Добрый день, дорогие телезрители. Ну, понятно, что в гости приходят с подарком. Вот я принес такую багетку. Да. Руслан. Это твоя зарплата за последний месяц, нет? Нет, на самом деле я увлекаюсь достаточно многими активными видами отдыха. И это результат одного из них. Это находочка, сделанная на территории Республики Татарстан, в Каибском районе. Село Федоровское есть такое. Здесь монеты периода Николая II. Ну, здесь вот 1893 год, 1915 год. Мне кажется, великолепная коллекция. Я повешу ее на стену. Буду гордиться. Большое спасибо, Арсений, еще раз. Арсений Маврин, Фавстрицкий, главный редактор дирекции информационных программ на русском языке телеканала ТНВ. Родился 12 марта 1978 года в городе Новобелокатай Башкирской АССР в семье офицера. В 1998 году, отслужив в рядах российской армии, устроился на ульяновское телевидение, вел новости в прямом эфире, работал корреспондентом. А в 2001 году возглавил службу информации ТРК «Симбирск Эфир Плюс». В 2003 году поступил на заочное отделение факультета журналистики и социологии Казанского государственного университета. В 2009 году перебрался в Казань и был принят на работу на телеканал ТНВ. С сентября 2012 года является главным редактором дирекции информационных программ на русском языке телерадиокомпании «Новый век». Арсений Маврин женат, воспитывает двоих сыновей. Ну а в знак благодарности я тебе сегодня раскрою секрет одного из самых популярных татарских блюд. А какое самое популярное татарское блюдо? Ну, суп. Конечно, суп. И суп мы будем сегодня готовить из бараньих ребрышек. Это самое популярное мясо у татар, баранина. И я надеюсь, ты запомнишь этот рецепт и будешь радовать всех своих родственников. Итак, начинаем. Во-первых, мы поставили бульон. Положили в него бараньи ребрышки, они у нас готовятся, и я думаю, минут через 10 мы уже будем их доставать. Но перед этим давай подготовим наши овощи. Берем лучок, так, Арсений, один тебе, который побольше мне, и режем его полукольцами. Затем мы будем использовать морковь, и вместе с ребрышками все это будем обжаривать. Начинаем? Режем крупненько. Ну, судя по тому, как ты взял нож, я смотрю, ты готовить любишь? Да, да. Ну, как уже говорил, наверное, любой мужчина был бы рад порадовать своих любимых вкусно приготовленной едой. Иногда я с кухни жену увольняю, как я говорю. Вот, и занимаюсь готовкой сам. Но какие блюда готовишь? На самом деле, люблю ими готовить многие блюда. Пожалуй, мне не дается только сладкое. Сладкого умею готовить только халву, больше ничего. Халву умеешь готовить? Да. В домашних условиях? Да. Ну-ка, расскажи нам вот коротко рецепт халвы. На самом деле ничего сложного, буквально полкило обжаренных семечек, пропускается через мясорубку пару раз. Берется сахар, тоже пропускается, но через измельчитель. Обжаривается примерно грамм 200 муки до такой легкой золотистости. Туда добавляются семечки, еще раз обжаривается, и потихонечку туда же присыпается сахар, и еще раз обжаривается. Оставляем чуть-чуть постоять, желательно под гнетиком, и получается... А если не получается, идешь в магазин, берешь халву и то же самое? Если не получается, то, что не получилось, идет со мной на рыбалку. Как прикормка, вообще великолепно. Ну что ж, о рыбалке мы поговорим. Вот такой замечательный рецепт. Спасибо. Так, лук мы порезали полукольцами. Сейчас берем морковочку и режем ее соломкой. Арсений, ну вот ты 4 года только в Казани. Да. Поэтому, я думаю, этот татарский рецепт тебе пополнит в новиночку, да, пополнит твою коллекцию вкусных блюд. Какие вот татарские блюда ты пробовал уже? Ну, наверное, нет никого, кто не пробовал чачак. Я на все праздники отправляю
маме, сестренке, Посылочку. племяшкам, да, посылочку в Ульяновск. Там чак-чак, к сожалению, не продают, поэтому радую. Естественно, козылык тоже в посылочку обязательно кладу. Ну, треугольники. Треугольники от сказка. Кстати, вот помню, ты меня как-то угощал треугольниками собственного Но приготовления. это на десятилетие компании нашей любимой телеканала «Татарстан Новый век» был. Да, было дело. Я помню, ты еще один попробовал, и потом 5 взял с собой домой. Да, было дело. Со словами «отправлю в Ульяновск». Нет, до Ульяновска не доехали. Дома с женой приговорили мы их. Произошло это очень быстро, потому что, еще раз повторюсь, очень вкусно. Так, подготовили мы моркошку, лучок. И сейчас все это будем обжаривать в таком прекрасном казане. Угу. Маслицу, наверное? Да, подсолнечное масло добавим. Арсений, Да. ты человек очень удивительный. Ты родился в Башкирии, получил образование в Ульяновске, служил в Москве, а сейчас в Казани. Как так получилось? Расскажи мне. Ну, наверное, путешествие где-то больше имеет место быть. На самом деле, побывал я еще в гораздо большем количестве регионов. Ну да, родился в Башкирии, потому что отец у меня был военным. У нас 3 детей в семье. Старшая сестренка родилась в Омске, средняя в Дрездене. Я вот у подножия самого Уральских гор, в Новобелкатае. В Ульяновск приехали, когда отец решил уйти в запас. То есть на родину родители вернулись. Ну, а в Казань сюда я приехал за любовью, поступил в Казанский государственный университет на факультет журналистики и социологии, встретил там свою будущую жену и здесь сейчас работаю на ТНВ, но на самом деле благодарен Казани, благодарен То есть и Татарстану. счастливый русский поляк перед вами, дорогие друзья. И он сегодня будет пробовать нашу вкусную татарскую кухню. Так, Арсений, давай проверим, как наши овощи. Лук с моркошкой хорошенько у нас обжариваются. И буквально через пару мгновений мы добавим туда наши ребрышки, которые, скорее всего, уже, да, практически готовы. Ну, не люблю стоять без дела, наверное, давай я пока зелень немножечко нарежу. Давай Готово. петрушечки и укропа, потом мы это все будем добавлять в финале нашего блюда, мы это все украсим. Хорошо. Арсений, Да. я тебя сегодня представил как Арсений Маврин, но у тебя есть вторая фамилия, Австрийский, и вот скажи, очень оригинальная фамилия. Откуда она у тебя? На самом деле обе фамилии мои, обе родные. Первая фамилия Маврин, та, под которой меня все знают здесь, в Татарстане, это фамилия, доставшаяся мне от моих родителей. Вторая фамилия, та, под которой я живу сейчас и которая у меня в паспорте, это Австрийский. Дело в чем? В 1527 году на Россию пришли мои далекие предки из Польши. Ну, скажем так, представители шляхтичей, то есть дворянства польского. Задолго до событий 1612-го нашумевшего, к этому времени они уже успели обрусеть. Вот. И так получилось, что фамилия, которая на протяжении полтысячелетия имела место быть, фамилия, которая принадлежит еще и почетному гражданину соседней нашей губернии, Симбирской, перед самой революцией фактически прервалась. Прервалась, в принципе, по простой причине. Родились у моего предка только девочки. Только девочки вышли замуж, и все. И получается, фамилия, ну, кончилась. Ну, твоя фамилия, получается, уже более 5 веков. Да, да. И мы с женой посовещались и решили, что фамилия Маврин есть кому продолжать. У меня на Кубани, то есть в Армавире, есть братишка родной, вернее, двоюродный, но родной очень по сердцу. Он Маврин. Есть у меня старший сын от первого брака, да, я во втором браке здесь. Степан Маврин, замечательный парень, недавно приезжал в Казань, который ему тоже очень понравилось, буквально вот в августе. И мы с женой посовещались и решили, что фамилия-то не гоже, если уйдет в небытие такая. И взяли ее. Итак, Арсений, настал тот самый момент, когда наши овощи, в данном случае морковь и лук, такие вот золотистого цвета, да, и мы сейчас будем перекладывать наши ребрышки из нашего замечательного бульона с помощью шумовочки. Вот. Тем временем уже зелень готова уже. Да, вот такое красивое мясо у нас получилось. В принципе, уже все это можно, да, все это можно попробовать, покушать, но наш рецепт Еще не завершен. да, еще не завершен, и мы будем колдовать над этим блюдом. Так, Арсений, расскажи, пожалуйста, вот как ты попал на телевидение? Случайно. Как и все, в принципе, в том числе, как и я. Ну да. Отслужил в армии свои 2 года, возвращаюсь, собираюсь устраиваться в тогдашнюю милицию. Прихожу, а там говорят, знаешь, у меня сейчас вот народу вот так вот. Ты оставь характеристику и потом приходи. А на местном телеканале, губернском тогда,
крутили рекламу. Требуется молодой коммуникабельный. Глянул в зеркало, молодой. Коммуникабельный. Коммуникабельный, аж самому спасу нет. Вот пошел и с тех пор болеет телевидением. Уже 16 лет, 16 год пошел. Ну вот первые шаги в роли кого ты там? Корреспондент. Корреспондент, да. Но так еще и случилось, что, наверное, где-то через месяц пришлось заменять ведущего, который ушел на больничный. Причем очень так неожиданно и быстро. Так что еще и в прямой эфир через месяц выскочил. На самом деле я много раз говорил, что телевидение это болезнь. Вот подхватил и все. И все на всю жизнь. Излечиться уже невозможно. Это на всю жизнь. Мы продолжаем готовить суп из бараньих ребрышек. И сегодня я такой небольшой мастер-класс даю нашему гостю Арсению Маврину. Арсений, как настроение? Замечательно, тем более, что ароматы тут такие витают, что Да, ароматы не зря. великолепные, да. Обжарилась наша баранина до такого золотистого цвета. И я прошу тебя добавить, ну, буквально пару ложек томатной пасты. И все это мы будем опять немножечко еще держать на огне. Наверное, чуть-чуть распределить. Да, но мы сейчас все перемешаем. Ну, в принципе, немного осталось. Добиваем. Добиваем. Так, отлично. И вот томатная паста, она придаст и такой великолепный цвет, и, конечно же, замечательный вкус нашему блюду. Так, мы все тщательно перемешали. Поставим на средний огонь, закроем крышечкой. И остается у нас еще один ингредиент нашего супа – картошечка. Куда же без нее, Арсений? Картошечку мы порежем кубиками. И потом все это смешаем в нашем бульоне, который уже ждет своего часа. Я так понял, не крупными кубиками? Ну, такие 2 на 2 сантиметра примерно. Арсений, ну переходим к твоему творчеству на телеканале «Татарстан Новый век». Расскажи, вот как ты сюда приехал, как попал на канал? Ну, естественно, когда перебрался в Казань, хотелось бы работать по Специальности, профессии, да? по прямой, да, специальности. И пришел на ТНВ. И попал на прием. попал. Да, и попал на прием к своему преподавателю КГУ. Решали Бибовна Айтуганова. Внимательно выслушала и приняла на работу. Естественно, Ильшат Юнусович тоже пообщался. У нас все достаточно строго, руководство лично общается с каждым кандидатом, и, соответственно, от них очень многое зависит, будет человек здесь работать или нет, и как он себя потом будет показывать здесь. Естественно, даже несмотря на то, что у меня к тому времени был достаточно богатый опыт, тем не менее, здесь я человек был новый, поэтому с испытательным сроком, а куда деваться. Но оправдал доверие, я так полагаю, раз сейчас уже работаю главным редактором. Что больше всего нравится здесь, на ТНВ? Мне нравится, что Арсений, как профессионал, сам умеет задавать себе вопросы. А я скромно готовлю. Продолжай, Арсений, продолжай. А нравится мне в первую очередь коллектив. Коллектив просто изумительный. На самом деле у меня сейчас, как я и жене говорю, обижайся, не обижайся, но у меня 2 семьи. Семья. Телеканал Паспорт ТНВ. туда, это моя жена и мой сын. И семья, это телеканал «Татарстан Новый век». Жена не ревнует, жена прекрасно понимает, потому что сама телевизионщица. Ну, Арсений, вот намного изменился телеканал «Татарстан Новый век» за 4 года? Очень, очень. Но начнем с того, что мы политику несколько поменяли. У нас же, как привычное раньше телевидение, это побольше какого-нибудь там негатива. Там произошло, там случилось, там взорвалось. А на самом деле концепция такого позитивного телевещания, да, это сложнее. Да, это сложнее, потому что из практически любой темы можно вытянуть все, что угодно. И негатива накопать кучу, и положительные моменты, причем положительные искать сложнее. То есть Но у нас уклон в область таких хороших новостей. Да, да. Соскучился народ. Давай, вот из по последних позитиву. хороших новостей 2014 года. Вот как раз прошло буквально 2-3 месяца. Что можешь позитивно сказать в жизни республики? То, что ты лично говорил в камеру. Вот буквально совсем недавно у нас был сюжетик о том, что у нас будет активно строиться жилье эконом-класса. На самом деле для каждого человека что важнее всего? Крыша над Это головой. крыша над головой. Что там потом у себя в квартирке поставишь, какую мебель, это на самом деле дело второе и даже 10-е. А вот стены и крыша над головой – это очень важно. Так, еще немного остается у нас картофеля. Арсений, а вот все-таки как лицо телеканала узнают на улице? Скажи, пожалуйста. Узнают. Узнают на самом деле, и сейчас узнают еще больше. Захожу в метро,
Мы со Светланой там висим на билборде, проезжая по улице, на трамвае катаемся. Кстати, спрашивают, не замерзали ли? Потому что в пиджачках мы там, а сейчас сугробы вокруг. Да, узнают, и на самом деле это приятно. Когда люди узнают, значит смотрят. Значит смотрят, и то, что смотрят наш телеканал, доказывает еще и то, что нам очень много звонят. То есть с предложениями, пожеланиями? Да, предложения, пожелания, жалобы, проблемы какие-то. Но, в конце концов, мы же республиканский народный телеканал, и поэтому одна из наших функций – это решать какие-то проблемы, вопросы, которые возникают у людей. Стараемся по мере возможности помогать, выручать. Кстати, сейчас работать стало, наверное, еще немножко интереснее, хотя бы уже потому, что у нас произошла такая смена части коллектива. Понятно, что когда человек дорастает до определенного уровня момента, он начинает искать себя еще где-то. Да, несколько человек от нас ушли, им на смену пришли молодые специалисты. Вот взять, к примеру, Булата Незамеева. Ну, года полтора буквально назад пришел. Сейчас специалист, ну, не говоря, что незаменимых людей нет, но он стал практически почти незаменимым. Пришла Ирина Мартыненко, вот буквально совсем недавно. Работает там 2 с небольшим месяца у нас. Молодцы ребята. Арсений, настало время добавить бульон к нашим обжаренным ребрышкам. Все это мы делаем с улыбкой на лице. Естественно. Так. Опа. Заливаем. И доводим до кипения. И когда все это у нас кипит, мы добавим в наш основной бульон картошечку. Так. Ну, так вот, я начал рассказывать про свою работу. И, естественно, мы всегда за то, чтобы человек, автор материала, был в кадре. И называется это у нас стендап, ну, как, в принципе, на любом другом телеканале. И совсем недавно тот же самый Виталий Федосов, ну, наверное, такой определенный героический поступок сделал. Был материал о том, как спасатели демонстрируют свои умения извлечения людей, ну, в случае ДТП из поврежденного автомобиля. Забрался внутрь поврежденного автомобиля, рассказал стендап, и над ним начинают срезать эту крышу. И он все в реальном это времени. время находится в машине. На самом деле, ну, определенное мужество необходимо для этого, а вдруг крыша соскочит. Понятно, что занимаются профессионалы, но своего профессионала-то жальче. Вот. И на самом деле поиск неожиданных ходов в сюжете, в том числе и в стендапах, это тоже дорогого стоит. Так, между тем наш бульончик уже закипел, и у нас... Пришло время картошки. Да, последний штрих. Ну, потом останется, правда, еще посолить, поперчить, добавить специй. Так, картошечку отправляем аккуратненько. А не бывает у вас такого конкурса, например, как лучший корреспондент телеканала «Татарстан Новый век»? Чтобы вот как бы был стимул у людей? Конкурсов на самом деле и за пределами телеканала происходит очень много. И скажу без ложной скромности, фактически, ну, в большей части данных конкурсов представители телеканала «Татарстан Новый век» являются и победителями, и лауреатами. Да. А внутри у нас конкурс проходит каждый день буквально. Есть такое понятие, как отмеченный сюжет. И ну, очень редко бывает день, когда мы не находим, кого отметить. Чаще приходится выбирать из очень хороших сюжетов самый-самый-самый-самый лучший. Ну, а сегодня у нас будет самый лучший сюжет, и назовем мы его «Суп из бараньих ребрышек». Осталось еще немного, друзья, закипит наш бульон, мы добавим специи и будем пробовать, наконец-то, наше замечательное блюдо. Арсений, остается совсем немного перед тем, как мы уже попробуем наше блюдо. Я предлагаю сделать небольшой салатик. Давай используем овощи, которые я сегодня утром на рынке специально для тебя приготовил. Вернее, купил, закупил. Ну, порежем огурчики, зеленый лук, помидорчики. А я тем временем добавлю соли и перчика в наш супчик. Ох, Без спец, суп не суп. ароматно. Арсений, Да? судя по твоему подарку, который ты подарил мне в начале программы, у тебя очень интересное хобби. Откуда вот эти монеты? Расскажи. На самом деле хобби у меня не одно. Это одно из них. Называется металлопоиск. Поиск старины на местах, где раньше были деревеньки, а сейчас поля чистые. На самом деле Татарстан уникальный регион с точки зрения вот этого хобби. У нас куда ни посмотри, куда ни кивни. Везде лежат старина, земные монеты. везде история. А человек самый большой в мире потеряшка, то есть теряли люди постоянно все и везде. И вот сейчас я и друзья мои, есть целая команда у нас, ездим по территории Татарстана и, соответственно, ищем эти потеряшки. Кстати, прошу не путать.
есть увлеченные люди-поисковики, а есть черные копатели. В чем разница? Те, кто просто поисковики, никогда не заберутся ни на места, где археологические раскопки ведутся, исторические памятники, никогда не будут копать землю там, где шли боевые действия, и никогда ни за что не залезут на погост. Для черных святого нет ничего. Ну, а что касается багета, это, наверное, второе увлечение. Зимой же надо тоже чем-то заниматься. И вот те находочки, которые имеют место быть, стараюсь оформлять в такие вот небольшие багеты. И что-то дарю, что-то у себя оставляю на себе. стенах развешиваю. Так, тем временем я добавляю лавровый лист. Это будет такой последний штрих. И пока мы приготовим салатик, наш суп из бараньих ребрышек тоже будет готов. Практически готов. Но ты же еще и заядлый рыбак. Вот пару слов об этом. И заядлый рыбак, и заядлый охотник, плюс ко всему. Ну, рыбалка, на самом деле, есть такая поговорка. То время, что человек провел на рыбалке, Бог не засчитывает в счет жизни. На самом деле, успокаивает здорово, и в то же время адреналинчик тоже в крови плещется, когда особенно клюнет что-то крупное. Ты все-таки что-то предпочитаешь такую вот зимнюю рыбалку или летнюю? Нет, я поплавочник, я летний рыбак. Сейчас немножко осваиваю еще спиннинговую ловлю, но вот зимняя рыбалка, может быть, у меня просто учителей пока не было, кто бы показал, как же это правильно там мормышечкой-то играть. А пока это еще не мое. А летняя рыбалка, да, у меня и жена рыбачка. Ну, вопрос, который задают всем рыбакам. Покажи вот глаз самой крупной твоей добычи рыбы. Это просто был очень глазастый карась. Но не очень большой. А сам карась был где-то килограмма на 3 с копейками. Серебряный карась, так называемый, речной. Вот. Ну, потом я его нафаршировал. Было вкусно. Надеюсь, сегодня тоже наше блюдо получится очень вкусным и насыщенным. Суп из бараньих ребрышек. Бараньи ребрышки отварили, затем обжарили их с крупно порезанным луком и морковью. Когда овощи приобрели золотистый цвет, добавили томатную пасту. Оставшийся после варки бульон довели до кипения, положили в него обжаренные продукты и нарезанный кубиками картофель. Затем посолили, приправили перцем и варили на медленном огне еще 15 минут. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепт нашего блюда, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Заходите к нам, выкладывайте свои рецепты, делитесь впечатлениями и готовьте вместе с нами. Арсений, вот и настал самый вкусный момент нашей программы. И дегустация, да, супчик, который мы с тобой с хорошим настроением готовили. Супчик из бараньих ребрышек готов. Ароматный, очень красивый. И сейчас, ну, сначала гостю, естественно. Тебе как, побольше мяса или с бульоном? Да я вообще мясоед, но с бульоном. Мясоед, но с бульоном. Так. Ты здесь должен говорить какие-то красивые слова, Арсений? Я просто несколько завис на том, что я вижу, потому что действительно выглядит и аппетитно, и вкусно. Так. Сейчас попробую, просто Посмотри, смогу как убедиться в этом. ребрышки так. Ой. Немножко зелени. Так. Ну, себе. Ну и самый главный ингредиент этого блюда – сметанка. Без нее никуда. Так, гостю одну ложечку, себе можно 2. Так. Ну, Приятного аппетита. Ларгастам лебылсын, говорят татары. Ну, не забудь захватить немного сметаночки. Так, бисмилля рахман рахим. Сказка. Если блюдо очень вкусное, я пробую сразу 2 ложки. Реально великолепно. Сразу видно, что готовил Руслан Шарафуддинов. Браво! Очень вкусно. Арсений, мне кажется, секрет нашего блюда – это твои увлекательные рассказы, твоя харизма и, конечно же, наша любимая посуда, на которой мы всегда с удовольствием готовим. И тебе от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды достается вот такая вот ультрасовременная сковородочка. Бренд Кукмара. Качество по немецким технологиям. Испытай ее сам, готовь дома, готовь для себя, для своих родственников. Я так думаю, она у меня запечатана и не простоит долго. Прямо сегодня вечером и начну использовать. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня мне помогал готовить этот замечательный суп главный редактор дирекции информационных программ телеканала «Татарстан. Новый век» Арсений Маврин. Спасибо. Спасибо, Руслан.
Ну, что я могу сказать? Смотрите ТНВ, это не только новости, это еще масса интереснейших программ, в том числе и секреты татарской кухни. Готовьте вместе с нами. Пока-пока. Сау было, Заслав. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.